прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня, 14 октября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хароге провел встречу с руководителями и активистами Горно-Бадахшанской автономной области. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Хароге провел встречу с руководителями и активистами Горно-Бадахшанской автономной области. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал целью очередной рабочей поездки в ряд городов и районов области встречу с жителями, ознакомление с условиями жизни населения и открытие различных социально-экономических объектов. В ходе своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, проанализировал результаты социально-экономического развития области, ход выполнения указаний и поручений правительства Республики Таджикистан и процесс созидания для достойной встречи национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Дал конкретные указания и поручения руководству области, города и районов, а также ответственным лицам республиканских структур по реализации созидательных целей, обеспечению планов и исправлению недостатков. Глава государства с удовлетворением отметил, что Горно-Бадахшанская автономная область при постоянной поддержке и заботе правительства страны из года в год благоустраивается и развивается, а уровень и качество жизни ее жителей постоянно улучшаются. Было подчеркнуто, что в годы независимости для реализации созидательных целей и планов области за счет всех источников финансирования было направлено более 24 миллиардов сомани. Также в период независимости для строительства жилых домов и улучшения условий жизни более 37 тысячам семей области было выделено 3765 гектаров земли в качестве приусадебных участков для строительства жилых домов, что более чем в 3 раза больше, чем было предоставлено до 1991 года. В результате мер, принятых правительством страны, объем продукции, произведенной в области в 2024 году, достигнет 1,9 миллиарда сомани, что по сравнению с 2000 годом больше в 58 раз. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что приведенные показатели наглядно демонстрируют, что зажиточность и уровень благосостояния жителей области становится все выше и выше. Было отмечено, что для обеспечения социально-экономического развития Горно-Бадахшанской автономной области правительство страны будет и впредь мобилизовать все имеющиеся возможности и средства, принимать необходимые меры для дальнейшего повышения уровня и качества жизни ее жителей. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе встречи высказал мнение о созидательных мерах правительства Республики Таджикистан по развитию всех секторов, в том числе транспортной сферы, строительству дорог и мостов в этом направлении, обеспечению необходимой инфраструктуры, организации регулярного движения автомобилей, беспрепятственного передвижения пассажиров. Глава государства отметил, что в целом в период независимости с целью социально-экономического развития, реконструкции инфраструктуры и повышения уровня жизни населения области реализовано 38 государственных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов сомани. В настоящее время ведутся работы в рамках еще 16 проектов общей стоимостью 5,5 миллиарда сомани. Было отмечено, что эти проекты реализуются в области образования и здравоохранения, транспорта и энергетики, обеспечения доступа к социальным услугам, электроснабжения, ирригации и сельского хозяйства, управления рисками стихийных бедствий, сокращения бедности, развития микрофинансирования, адаптации к изменению климата и в других важных областях. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал осуществление работ по благоустройству и созиданию в честь праздника государственной независимости как одну из инициатив правительства Республики Таджикистан по повышению уровня и качества жизни народа и дальнейшему благоустройству городов и районов страны, в том числе в Горно-Бадахшанской автономной области. Было отмечено, что в честь подготовки к празднованию государственной независимости в городах и районах области сдан в эксплуатацию 1021 объект на сумму 1 миллиард сомани. Кроме того, в рамках плана мероприятий по случаю 35-летия государственной независимости запланированы строительство и реконструкция 1362 объектов.
Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что руководители городов и районов области, патриотически настроенные жители и честолюбивые предприниматели в сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами мобилизуют все свои возможности для своевременного строительства и сдачи в эксплуатацию оставшихся объектов. Президент страны также проанализировал состояние сельскохозяйственной отрасли, в том числе развитие садоводства, картофелеводства, пчеловодства и животноводства в области, поставил конкретные задачи перед руководством области, ее города и районов и соответствующими министерствами по реализации государственных программ, использованию всех возможностей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также обсудил состояние отраслей промышленности, энергетики, социальной сферы, в том числе образования и здравоохранения, деятельность молодежи и женщин, а также возможности развития туризма в области, которая всегда находится под пристальным вниманием правительства страны. Дал конкретные указания и поручения по реформированию работ и расширению созидательных мер. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с использованием участия активистов общества, в том числе ветеранов труда, напутствовал их на повышение чувства патриотизма и самосознания подрастающего поколения, привлечение детей к освоению наук и ремесел, изучению компьютерных технологий и иностранных языков. Глава государства подчеркнул, что в этой важной работе руководители и ответственные лица городов и районов, сельских джамуатов, махалей и активисты должны более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Президент страны подчеркнул, мы должны направить все наши возможности для предотвращения поклонения перед чуждым, присоединения молодежи к экстремистским и террористическим движениям и группировкам, на неукоснительное соблюдение требований законов, то есть обеспечение верховенства закона. В завершение выступления президент Республики Таджикистан выразил уверенность, что патриотически настроенные, славные и трудолюбивые жители Горно-Бадахшанской автономной области и впредь, объединившись, внесут ценный вклад в развитие нашего независимого Таджикистана и родины наших предков. 14 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после завершения рабочей поездки в город и районы Горно-Бадахшанской автономной области и встречи с активистами области возвратился в город Душанбе. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после завершения рабочей поездки в город и районы Горно-Бадахшанской автономной области и встречи с активистами области возвратился в город Душанбе. Церемония проводов с лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, состоялась с участием жителей области в центральном аэропорту Харога с величием и торжественностью, выражением благодарности народа своему лидеру. Деятели культуры и благодарные жители региона с особой искренностью провожали высокочтимого гостя с радостью и красивым бадахшанским празднеством. Напомним, что глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках празднования 33-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан с 12 по 14 октября находился с рабочей поездкой в Рушанском, Ишкашимском, Рошкалинском районах и городе Хароги. В ходе плодотворной созидательной поездки лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию ряд объектов различного назначения, построенных при поддержке правительства страны и трудолюбивыми людьми города и районов области с приверженностью созидательной политики государства, дал старт строительству ряда других объектов. В рамках этой поездки было открыто около 100 объектов, заложена основа для строительства еще 10. Только в сфере образования были введены в эксплуатацию 5 общеобразовательных и 8 дошкольных учреждений. Одной из главных целей поездки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, стала встреча и беседа с талантливыми жителями области, непосредственное знакомство с их жизненным положением и разработка новых планов социально-экономического развития этого высокогорного региона нашей дорогой страны. В ходе искренних встреч глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил жителей области с 33-й годовщиной государственной независимости Республики Таджикистан и напутствовал их на активизацию созидательных работ по подготовке к достойному празднованию 35-летия государственной независимости нашей любимой Родины.
Реализация ряда проектов по обеспечению питьевой водой в горах и районах страны свидетельствует о том, что из года в год решается проблема обеспечения населения чистой питьевой водой. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Село Карктуда сельского джамуата Шамту Чайнинского района находится в горах на высоте почти 2500 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что земли, пригодной для возделывания в этих местах, мало, местные жители на небольших участках земли выращивают экологически чистые абрикосы и красивые сочные яблоки, которые славятся своим незабываемым вкусом и очень востребованы не только на рынке нашей страны, но и за рубежом. Раньше жители этого высокогорного села испытывали нехватку питьевой воды, но теперь в свете политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по благоустройству и реализации проекта водоснабжения эта проблема устранена. При поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан в селе от водного источника проведена линия водоснабжения на общее расстояние 4300 метров. Установлен резервуар для накопления и распределения воды по улицам и водопроводные колонки. Строительные работы проводились с участием местных жителей методом хашара, во время которых проводились разъяснительные работы по эффективному использованию воды и земли. Мы благодарны за то, что обеспечение населения даже таких отдаленных горных селений, как наше, доступ к безопасной питьевой воде остается главным приоритетом водного сектора Таджикистана. В нашей стране много водных ресурсов, но благодаря независимости нашей страны стало возможно проведение водопровода в сельские домохозяйства. Ведь ключевое место в национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года занимает право человека на доступ к безопасной питьевой воде и санитарии. Таджикистан – страна-лидер в продвижении водных инициатив, и мировое сообщество приветствует глобальные инициативы нашего президента, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, считая их фактором развития и прогресса всех стран планеты и спасения всего живого на Земле. В результате реализации проекта более 110 домохозяйств, то есть 730 человек и местная школа на 280 учащихся обеспечены чистой питьевой водой. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбах, новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.